Уважаемые ребята, я жду только вашего гостеприимного земля. И надеюсь, вторая поездка будет тоже впечатлительно интересна для меня. И се надам и второто продолжение буде впечатлительно интересно за мене. Ну, конечно, сейчас я продолжу речь профессора Дудина. Я сегодня продолжу разговор профессора Дудина. Но сделаю акценты на практических аспектах. Например, что такое Европейский Союз? Например, что это Европейская Уния? Изначально этот проект создавался и был основан на философии страха. Овој проект Европейская Уния создадена на философията на страха. Чтобы некоторые государства Западной Европы не воевали друг с другом, был создан проект Европейского Союза. За да некои европски земји не војуваат меѓу себе, е создаден овој проект на Европска Унија. Соединенные Штаты, естественно, поддерживали этот проект. Соединените американски држави природно го поддржуваат овој проект. И сейчас Брюссель является надежным сателлитом Вашингтона. И сега Брюсел е сателит на Вашингтон, што става во практика. И многие политические решения, которые принимаются в Брюсселе, они навязаны Америкой. И много политически решения, кои се носат по Брюсел, се под директна контрола на американците. Один из интересных феноменов Западной Европы – это демократия. Еден от интересните феномени на Западна Европа е демократијата. Но демократичным ли является Европейский Союз? Но дали Европската Унија сега е демократична? Еврокомиссия состоит из людей, которых никто не выбирает. Еврокомисиите се составени од луѓе кои што никој не ги избира. Еврокомиссар – это группа бюрократов. Еврокомисарите всушност се една група на бюрократи. Они не слушают мнения народа. Тие не го слушаат мислењето на народот. Соответственно, это предательство демократических европейских ценностей. Значи ова е вид предателство на демократските европски вредности. И как можно вступать в Европейский Союз, как можно верить, если они сами предали свои ценности? И како може да ги верувате, како може да стапите во Европската Унија, кога тие самите ги предаваат собствените вредности? С другой стороны, в Европе мы видим пример Швейцарии. От друга страна, во Европа го гледаме и примерот на Швейцарија. Они не являются ни членом Евросоюза, ни членом НАТО. Тие не се членка на Европската Унија, не се членка на НАТО. У них прекрасная внутренняя политика. Имаат прекрасна вътрешна политика. Они успешно отвечают на все вызовы современности. И успешно отговаряат на сите предизвици на современниот свет. Почему мы должны смотреть, например, в Брюсселе, если рядом такой прекрасный пример, как Швейцария? Зошто ние треба да гледаме во Брюсел, кога имаме еден прекрасен пример кој што е покрај Брюсел, тоа е Швейцарија? Может, стоит задуматься о создании некого Балканского союза? Може би треба да се замислите за создавање на некој вид Балкански союз. Например, в союзе с Сербией и Боснией. Например, еден вид союз со Србија и Босна. Конечно, что касается Евразийского союза. И се разбира ова создавање на Евразискиот союз. Многие критики говорят, что это попытка возрождения СССР. Многу критичари го критикуваат Евразискиот союз како еден вид враќање на Советскиот союз. Или что у некоторых государств, которые находятся в Европе, нет общих границ с Евразийским союзом. Или тоа го прават движења во Европа, кои што немаат заеднички граници со Евразискиот союз. Но, во-первых, у России нет общей границы с Арменией, которая является членом Евразийского союза. Во-прв, Русија нема заеднички граници со Арменија, Арменија е членка на Евразийскиот союз. Во-вторых, Евразийский союз – это только начало такой большой интеграции. Евразийскиот союз е само почеток на една голема интеграција. Есть разные точки зрения, но тем не менее наш президент Владимир Путин считает, что конечный идеал и конечная цель – это общая интеграция от Лиссабона до Владивостока. Има различни аспекти, но нашиот председател Владимир Владимирович Путин должно быть построено на принципах уважения друг друга, интересов друг друга, принципах равноправия. Но ова интеграција треба да биде врз основа на почитување еден со друг, на равноправност едни со други. И не важно какое государство, где там проживает 2 миллиона или 200 миллионов. И не е важно колкава е државата, дали во неја живеат 2 милиони или 200 милиони луѓе. Нужно уважать суверенитеты друг друга. Треба да се почитуваат и усетите суверенитети.
Это будет своего рода синтез разных суверенитетов. Това е един синтеза на различни суверенитети. А что касается юридических аспектов Евразийского союза, А що се однесува до правните аспекти на Евроазijскиот союз, здесь важно обратить внимание на устав этой организации, треба да се обрне внимание на статутот на оваа организација, потому что все решения принимаются методом консенсуса. затоа што сите решенија се носат со консензус. Обратите, консенсус. Консензус. То есть, если один из представителей, члена, который входит в Евразийский союз, не принимает какое-то решение, оно не будет принято. Значи, ако една од членките која што е во овој Евразijski союз не го поддржува решението, тоа решение нема да биде прифатено. Это принцип реальной демократии. Тоа е принцип на реална демократија. А в Европейском союзе таких принципов не существует. Во Европската унија такви принципи не постојат. И пример Брексита как раз показывает, что идет за то. Примерот на Брексит го покажува ова. Теперь Англия для того, чтобы выйти из Европейского союза, должна заплатить огромную сумму денег. Сега Англија за бизнес од Европската унија треба да плати огромна сума на пари. Это своего рода неустойка, рекет. Значи тоа е еден вид рекет. И, конечно же, кроме Европейского и Евразийского союза, у нас существуют еще открывающиеся возможности. Освен Европската унија и Евроазijскиот союз, најдес постојат и други можности кои што се отвараат во перспектива. Например, перед распадом Советского Союза один английский журналист Чарльз Роудхаймер написал статью «Однополярный момент». Пред распаѓањето на Советскиот союз еден англиски новинар напише статија «Еднополарен момент». Он сказал, что у Соединенных Штатов больше нет конкурентов, мир становится однополярным. Тој напише дека на Средните американски држави веќе немаат конкуренција и светот е еднополарен. В 2003 году, после оккупации Ирака, он написал вторую статью, где подтверждал эти установки. Во 2003 година, после окупацијата на Ирак, напише нова статија во која што ги потврди овие проценти. Он говорил, что США это единственный супергегемон. Тој пишува дека Соединените американски држави се единствен супергегемон. Хотя он и говорил, что возможно через какое-то время мир станет многополярным. Но инако пишува дека после некој време светот ќе биде повеќе мултиполарен. И как раз наступил именно этот момент. И сега настапува тој момент. Это момент многополярности. Тој момент на мултиполарност. И выбор даже стоит не между Европейским союзом и Евразийским союзом. И изборот не е само меѓу Европската унија и Евразijскиот сојуз. Выбор в многочисленных альтернативах, И изборот е во многобройни алтернативи, которые мы сами можем формировать. кои што самите ние можеме да ги создадеме. Даже небольшой народ Македонии Дури и македонскиот народ, кој што не е голем на бројчено, может тоже создать некую альтернативу, некие предложения, може да создаде некоја алтернатива, да понуди некоја понуда, которые могут быть реализованы в международной геополитике. кои што можат подоцна да се реализираат во меѓународната геополитика. Сейчас открываются окна возможностей. Сега се отвараат нови прозорци на можности. Более того, возможно, это будет даже спасением для Европейского союза. Значи, овие можности, нови можности може да бидат дури и спас за Европската унија, Потому что там понимают глубину кризисов, которые их охватило. затоа што тие самите разбираат врачината на кризата која што ги зафати. Честные политологи на Западе, и в Америке, и в других странах Европейского Союза, Честните политиколози на Запад, во Америка и во другите европски земји, они ищут ответы на все то, что сейчас происходит. тие бараат одговори на сето она што се случува во овој даден момент. Они пытаются разрабатывать новые критические модели политологии и международных отношений. Тие се обидуваат да разработат нови критични модели на политикологија и во меѓународните односи. Они открыты для новых идей. Тие се отворени за нови идеи. И, конечно, если не следовать либеральной парадигме, тоталитарному либерализму, И се разбира, ако не ги споредуваме либерализмот и тоталитаризмот, мы можем найти много союзников и в Европейском Союзе, и в странах США, и в Латинской Америке. ние можеме да најдеме многу сојузници и во Западна Европа, и во САД, и во Латинска Америка, И вместе создавать новый многополярный миропорядок. и заедно да создаваме еден нов мултиполарен свет. Благодарю за внимание.